Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Это «Утро Якутии», и сегодня это бодрое утро вместе с вами. Начинаем мы, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. У нас сегодня много всего интересного. Как всегда, расскажем, какие даты и события. Непременно сделаем вместе с вами зарядку, поделимся мудрыми советами про здоровье, рассмотрим, какими ароматами пахнет весна. Конечно, поговорим о многих интересных событиях, например, о молодежном фестивале. Ну и что? И зарядим вас положительными эмоциями. Да, также напоминаем вам подписаться на наш телеграм-канал, да, «Утро Якутии», где мы выкладываем очень много интересных материалов, ну а также проводим различные конкурсы. Да, у нас есть даже иногда уже выявляются постоянные практически победители. Вот. Но, Вероника, знаешь ли ты, когда лучше всего ложиться спать, чтобы чувствовать себя бодро? Ну, честно говоря, для меня это очень сложный вопрос. Я никогда не угадываю. Ну, вообще, рекомендую так, чтобы вы легли, да, и за 15 минут заснули, а с утра проснулись и за 15 минут включились в обычный ритм жизни. Это прямо идеальный вариант. Ну, то есть нужно отследить, проверить и запомнить, в какое время лучше ложиться. Ну, по мне, так проще купить какой-нибудь супер навороченный, интересный будильник. Например, это может быть световой будильник, да, то есть который постепенно ярче горит, когда вы просыпаетесь, то есть имитирует рассвет. И человек вместе с ним просыпается, пробуждается, и у организма такое чувство сохраняется, что вы проснулись прямо на рассвете, поэтому проснулись бодрыми. Ну и второй вариант – это пульсометр, получается, на руку, да, то есть тоже отличная штука. Трекер. Да, трекер. Вот. Она отслеживает стадии сна, и пробуждение наступает именно в стадии, когда наиболее поверхностный сон, чтобы цикл был соблюден, и вы просыпаетесь тоже очень бодрым. В общем, мне проще так. Слушай, ну это да, такие очень современные советы. Я думаю, что огромное количество интересных гаджетов есть. Но я думаю, что наши телезрители уже проснулись. Если вы еще проснулись, но не до конца, то вам поможет наша утренняя зарядка. Давай вместе с нами. Всем доброе утро. Сегодня мы с вами поработаем над комплексом упражнения. В него входит как аэробная нагрузка, так и анаэробная нагрузка. Эти упражнения можно выполнять непосредственно в самом фитнес-клубе, работая собственным весом, и выполнять также в домашних условиях. Ну что, приступим? Мы встаем параллельно коврику. Ноги мы ставим на уровне тазобедренного сустава. Живот мы напрягаем. Спину выпрямляем, сводим лопатки. Стоим в вертикальном положении. Первое упражнение. Начинаем. Правой рукой мы уходим вперед. Принимаем положение планки. Мы делаем движение руками. Принимаем положение планки. Подключаем мышцы кора. Опускаемся вниз. Делаем выход. Поднимаемся вверх. Снова принимаем положение планки. Подключаем наши ноги. И выпрямляете вертикальное положение. В данном случае я показала достаточно в медленном, минимальном темпе. Теперь мы выполняем это же упражнение с учетом 4 подходов по 30 раз. Итак, повторюсь, что это было легкое упражнение на все мышечные группы. Что мы можем еще добавить к данному упражнению? Если у вас дома имеются гантели небольшого веса, 2-2,5 килограмма, либо фитбол, может быть, это баскетбольный мяч или, допустим, волейбольный мяч, мы его тоже можем легко использовать в наших упражнениях. Опять мы используем коврик, опускаемся вниз. Садимся. Корпус прямой, упор у нас идет на ягодичную. Отклоняю корпус немного назад. Напряжение идет на прямую мышцу кора. Я беру мяч в руки, держу перед собой. В данном случае я показываю наиболее простой вариант для начинающих. Итак, отклоняю корпус назад, смотрю вперед перед собой, делаю скручивание корпусом на выдохе. В данном упражнении мы можем с вами дышать непосредственно самой диафрагмой. Наиболее сложный вариант для тех, кто подготовлен
к данному упражнению. Поднимаю правую ногу, левую ногу. Выполняю скручивание движением стопы вперед. И последнее наше упражнение мы будем использовать гантели. Как правило, гантели у нас имеются не у всех. Вы можете использовать небольшие бутылки с водой, которые, в принципе, тоже допустимы в данном упражнении. Примерно по 1,5 литра по литру. Я стану к вам вот таким вот образом, чтобы вам было видно по технике выполнения упражнений. Корпус держу прямо. Добавляю наклон корпуса по диагонали немножко вперед. Сгибаю локтевой сустав вот в таком вот положении. В данном упражнении у нас идет напряжение на бицепс. Здесь мы подключаем наши руки. Вдох. На выдохе я сгибаю руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. К данному комплексу я еще могу подключить свой не только предплечье, плечевой сустав, но и также еще добавить движение в локтевом суставе. Что я могу сделать, чтобы задействовать свои дельты, бицепс и трицепс? Вертикальный подъем вверх. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Закончили. Данное упражнение мы можем с вами свести в определенный комплекс и использовать 4 круга по 30 раз. Всего хорошего, хорошего дня! Друзья, ну я думаю, что вы зарядились сейчас бодростью, сделали, немножко подвигались вместе. Ну или как минимум сделали для себя заметку, какие упражнения можно делать. И будьте готовы к завтрашнему дню. Да, но если вдруг у вас очень сложная работа, и сегодня вам захочется вздремнуть прямо на рабочем месте, то можете смело это сделать. На замечание начальства можете сказать, что сегодня празднуется День сна в общественном месте. Может, у нас такое и, например, в диковинку, но вот в Японии это традиция, которая называется инэмури, и буквально переводится как «присутствовать и спать». И считается, что если ты спишь, в Японии считается, что если ты спишь вне дома, значит, ты очень трудолюбивый человек. Все, побежали за подушками. Начальство же смотрит. Ну что, друзья, да, а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим прямо сейчас. На календаре 28 февраля. Сегодня отмечается День общественного сна, Всемирный день портного. По народному календарю Анисим Овчарник. О погоде в этот день говорили: на Анисима Овчарника зима становится безрогой. Считалось, что зима борется с весною. День в истории. В 1066 году открылось Вестминстерское аббатство. В 1732 году в Петербурге открылся первый кадетский корпус. В 1913 году Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома. В 1935 году Уоллес Каразерс изобрел нейлон. В этот день родились Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения. Алексей Петрович Царевич, наследник российского престола, старший сын царя Петра I. Вячеслав Иванов, русский поэт-символист, философ. Алексей Смирнов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино. Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90 до 25%. Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что система таких программ должна быть комплексной, с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий.
Также ведомство фокусируется на снижении доли льготной ипотеки до 25% в выдачах на первичном рынке. К лету этого года правительство должно определиться с судьбой некоторых видов ипотечных программ с господдержкой. Так, 1 июля истекает срок действия двух самых популярных видов – льготной под 8% и семейной под 6%. Онкодесант республики планирует отправиться в Верхневилюйский район в марте, где, как и в 2023 году, специалисты проведут онкоскрининг местных жителей. Процедуры по борьбе с онкозаболеваниями проводятся в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что онкодесант ежегодно выезжает в самые отдаленные районы республики, труднодоступные на слеге. В составе бригады работают онкогинеколог, онкохирург, маммолог, эндоскопист и врач УЗИ. По итогам прошлого года врачи Якутского республиканского онкологического диспансера выполнили 14 выездов в 13 районов. Президент России подписал закон, позволяющий дольше пользоваться одной из трудовых льгот – запретом на увольнение. Соответствующие поправки внесены в статью Трудового кодекса и уже вступили в силу. Отныне работодатель по своей инициативе не может уволить родителя, который воспитывает ребенка один. Эта же гарантия имеет распространение на родственников, воспитывающих ребенка в одиночку. Исключением является ликвидация организации, однократное нарушение трудовых обязанностей работникам, а также предоставление подложных документов при поступлении на работу. Раньше работодатель не мог уволить одинокого родителя, пока ребенку не исполнится 14 лет. Теперь льгота сохранится еще на 2 года до 16-летия ребенка. Для одиноких родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью, все осталось без изменений. Работодатели по-прежнему не могут уволить такого сотрудника, пока ребенку не исполнится 18 лет. Распоряжение об установлении квот приема на целевое обучение в вузах на этот год подписал премьер Михаил Мишустин. Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тысяч мест, что на 6% больше относительно прошлого года. Долю целевиков от общего числа бюджетных мест по каждой специальности правительство определяет ежегодно на основе заявок от регионов. Такие абитуриенты бесплатно поступают в вузы по направлениям будущих работодателей и после получения диплома должны отработать у них не менее 3 лет. Квоты включают 900 направлений подготовки. Собрать пирамиду, пробежать дистанцию в Кедах-Великанах и даже построить дом – это только малая часть всех этапов эстафеты и веселые старты, которые прошли в спорткомплексе «Даксун». Всего на соревнования съехались 13 команд из разных районов республики. Это ученики 3-х и 4-х классов. Отмечу, что сами веселые старты прошли под патронажем организации «Орлята России». Это масштабный всероссийский проект для начальной школы по воспитанию активных граждан нашей страны. Он объединяет миллионы детей, учителей и родителей. Мы в подобного рода мероприятии впервые. Дети очень рады. Впервые такая вылазка, такая замечательная. На самом деле подготовка шла не по данным этапам, да, потому что у нас, к сожалению, такого оборудования нету. Но, тем не менее, мы попытались восстановить, воссоздать именно те этапы, которые сегодня у нас проходят здесь. Всем доброго утра, хорошего настроения. Наконец-то выглянуло солнце после долгой и туманной зимы. Но вместе с этим нам надо беречь глаза от него. Особенно автомобилистам, да и пешеходам тоже. Солнцезащитные очки нужны как взрослым, так и детям. Разобраться в этом непростом вопросе нам поможет сегодняшний гость. Мы пригласили врача-офтальмолога Алену Алексееву. Алена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Расскажите, вот как защитить глаза от солнца и вообще опасно ли солнце для глаз? Ну, самый распространенный способ защиты глаз от солнца – это, конечно же, всем известные солнцезащитные очки. Однако не стоит забывать о головных уборах с широкими полями, о перемещении на улице по затемненной стороне и ограничении длительности нахождения на улице, особенно в ясную погоду и в первой половине дня. А все-таки что лучше? Ну вот вообще бывают, вот, я знаю, очки солнцезащитные бывают. Бывают ли линзы солнцезащитные? Ну, очки можно носить и очки, и линзы, потому что имеются и очки от защиты от ультрафиолетового излучения, и линзы с защитой от ультрафиолетового излучения. Но необходимо выбирать по комфорту, и при острых заболеваниях глаз не рекомендуется носить линзы при острых конъюнктивитах, кератитах и других заболеваниях. То есть соблюдать гигиену, да, и, соответственно, предписание врача.
Скажите, вот обычно, особенно в летний период, да, даже на улицах иногда выставляют огромное количество солнцезащитных очков. Вот в чем может быть опасность при подборе очков и как сделать это правильно? Ну, необходимо выбирать очки, конечно же, не на рынке, но лучше в магазинах оптики. Там могут продаваться специальные очки с ультрафиолетовой защитой. Обычно имеются буквы UV на английском, и дальше пишется уже на цифрах 400, 380 и по убыванию. 400 — это очки с наибольшей защитой от ультрафиолетового излучения, 380 с наименьшей защитой. Но люди могут очень бояться, да, вот именно ожога от солнца, то есть именно сетчатки, там, повреждения глаза. Насколько это реалистично? Довольно реалистично, потому что от ультрафиолетового излучения можно получить не только ожог глаз, можно получить заболевания конъюнктивы, роговицы. Ультрафиолетовое излучение может влиять на хрусталик и на сетчатку глаза. Скажите, а вот есть ли какие-то возрастные группы, которые более подвержены, например, опасности от солнца? Ультрафиолета. Да, ультрафиолетовому излучению более подвержены дети до 10 лет, у которых хрусталик довольно прозрачный, и пожилые люди. У пожилых людей химические вещества, молекулы-протекторы, их количество со временем уменьшается. Из-за этого ультрафиолетовое излучение... Ну, то есть оно более опасно, получается, и лучше воздержаться от нахождения на солнце, да? Или достаточно будет там панамку, одежду, закрывающую руки, ноги там? Ну, руки, ноги, да, нужно закрывать. Ну, в общем и целом, получается, чем сильнее человек защищен, да, тем лучше. И особенное внимание нужно обратить на детей и на людям на пожилых людей. пожилого возраста. Ну, кстати, бывает, да, что какие-то очки оденешь, и вот, например, за рулем едешь, и все равно какой-то дискомфорт. А вот если, например, правильные очки, я не знаю, вот еще поляризованные, да, бывают очки? Да, бывают, но при вождении не рекомендуется носить сильно затемненные очки, потому что они могут привести к авариям. А тогда что выбрать лучше? Вот говорят, еще для вождения такие какие-то желтые очки. Вот какой-то оптимальный Все вариант. зависит от цели их ношения. Если планируется недлительная прогулка по улице, можно носить очки с затемнением до 40%. Если планируется выход, особенно в зимний период, на активный отдых, тогда необходимо выбирать очки уже со светопропусканием до 5%. Меня, кстати, всегда удивляло, есть же такие очки, хамелеон, по-моему, называется, да? Человек вроде идет в прозрачных очках, выходит на улицу, и они Темнеют, да. темнеют. Как это вообще тоже Насколько это безопасно? Насколько безопасно такие очки? Ну, не просто безопасно, а эффективно. Эти очки очень эффективные. Спасибо большое за такой подробный ответ, за рекомендации. Будем надеяться, наши телезрители прислушаются. Да, друзья, ну а вам мы говорим, что действительно солнце не шутки. Сейчас после такой достаточно продолжительной зимы солнце светит очень-очень ярко, особенно весеннее, еще и отражается от снега. То есть обязательно надевайте солнцезащитные очки и берегите свои глаза. Но мы вам желаем здоровья и желаем его неоднократно. Ну а чтобы помочь сохранить ваше здоровье, у нас есть целая рубрика «Мой доктор». Сегодня мы расскажем о том, как сохранить здоровье печени. Доброе утро! Здоровая печень содержит определенное количество жира, увеличение количества которого расценивается специалистами как болезнь и называется жировой дистрофией печени, гепатозом или стеатозом. Однако распознать это заболевание непросто, так как на начальных стадиях болезнь протекает бессимптомно. Какие же признаки позволяют определить заболевание и вовремя обратить внимание на свое здоровье? Для начала определимся с основными причинами повышенного накопления жира в печени. К ним прежде всего относится алкоголь. При повышении ежедневной нормы употребления спиртных напитков, который в пересчете на чистый этанол составляет 30 грамм в сутки для мужчин и 20 грамм в сутки для женщин, может развиваться алкогольная жировая болезнь. А вот к развитию неалкогольной жировой болезни приводят факторы, не связанные с употреблением алкоголя, например, генетическая обусловленность, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе, приводящее к повышению уровня сахара в крови, ожирение, а также малоподвижный образ жизни и потребление высококалорийной пищи. Первые признаки жирового гепатоза, на которые стоит обратить самое пристальное внимание, это повышенная утомляемость, тяжесть и чувство дискомфорта в правом подреберье, нарушение сна.
При этом не стоит тянуть и тратить время перед походом к специалисту, потому что по мере прогрессирования жирового гепатоза может развиваться фиброз и цирроз. Для более точной диагностики неалкогольной жировой болезни врач может назначать следующие исследования. Анализ крови. У пациентов с жировой дистрофией могут быть повышены показатели печеночных ферментов – АЛТ, АСТ, уровень триглицеридов, холестерина, глюкозы. Ультразвуковое исследование, которое может выявить увеличение размеров и изменение их структуры органа. После точного диагноза пациентов с неалкогольной жировой болезнью, как правило, рекомендуют диету с уменьшением количества жиров и углеводов, что способствует снижению веса и нормализации обмена. Кроме того, рекомендуется дополнить диету умеренными физическими нагрузками. Но действительно, совсем скоро, да, как мы уже отмечали ранее, наступит яркая пора, это весна. Вероника, с чем у тебя ассоциируется весна, весенний период? Ну, знаешь, наверное, как у всех дам, она ассоциируется у нас с цветами, с чем-то ароматом тюльпанов, роз и с 8 марта. Да, действительно, с тобой абсолютно согласен. А вот вообще ученые в рамках исследования задались вопросом, почему запахи вызывают такие яркие воспоминания и можно ли на этот процесс повлиять. Ведь так может получиться своего рода машина времени, а дуновение запаха переносит человека в другое время и место. Так, в экспериментах на мышах исследователи доказали, что запах может служить триггером для памяти и детально оживлять воспоминания. По мнению ученых, это открытие может привести к прорыву в лечении психических расстройств, связанных с памятью. Это если и не лекарство, то хорошее дополнение к существующей терапии. Ну а прямо сейчас мы вам расскажем об ароматах весны. Доброе утро! Меня зовут Анастасия, я мастер по созданию ароматов. И сегодня я хочу вам рассказать про ароматы весны. Мы все очень рады, что к нам наконец-то пришла долгожданная весна. И когда мы думаем о том, чем же пахнет весна, то, скорее всего, первое, о чем мы можем подумать, это цветы. Розы, пионы, ромашки, тюльпаны, все что угодно, все цветы, которые мы можем себе представить. И на самом деле в парфюмерии мир цветов, он очень разнообразен. И на аромат цветка влияет очень много факторов, такие, например, как климат, сезон и даже цвет. Например, белые цветы — это всегда очень свежий аромат, очень яркий и холодный. Например, аромат лаванды. Это синий цветок, и это аромат, который пахнет очень мужественно и брутально, хотя, казалось бы, он такой нежный, и это что-то такое воздушное и легкое. Если мы возьмем в пример розу. Роза — это, наоборот, самый женственный, нежный, классический цветок. Роза очень часто ассоциируется с ароматами, которыми пользовались наши мамы, бабушки. Он очень свежий и приятный. И вернемся к тому, с чего мы начали наш рассказ, это белые цветы. И, например, цветок сирени напоминает как раз-таки о весне. У него такой свежий медовый аромат. И всем бы нам хотелось создать такую весеннюю атмосферу у себя дома. И помимо того, что можно купить свежий букетик и поставить его в вазу где-нибудь себе на окошке, можно добавить несколько нот цветочного масла в ваш аромадиффузор, поставить его где-нибудь на входе, в коридоре, чтобы вы заходили домой и вас сразу встречал этот приятный аромат. Но будьте осторожны, потому что не все цветы могут быть для вас безопасны. Например, лилии небезопасны для наших животных и небезопасны для нас во время нашего сна. Поэтому цветы с такими агрессивными ароматами лучше ставить где-нибудь в нейтральной зоне, опять же в коридоре или, например, скажем, где-нибудь на кухне, но подальше от обеденного стола. Замечательные советы, правда, если дома пахнет весной, это уже поднимает настроение. Ну а следующая наша рубрика очень любима владельцами дачных участков и огородниками. Ведь впереди нас ждет долгожданная весна. Это значит, что самое время сиять и сеять. Правильно, чтобы осенью собрать отличный урожай. Смотрим. Доброе утро, наши телезрители. Сегодня мы с вами рассмотрим декоративное растение. Это аэстома.
Эустома, значит, вот это те сорта, которые выращивали в нашей Агату, поэтому, ну, конечно же, сортов очень много, но выбирать вам придется самим, и, конечно же, все сорта имеют очень мало семян, запомните, да, и, конечно же, мы должны еще раз рассматривать их качество, поэтому все эустомы бывают дрожжированные, поэтому при посадке в таблетках, или в контейнерах обязательно семена нужно размачивать. Если размачивание не получилось, нужно чуть-чуть их подтолкнуть, чтобы открылась именно дрожжа, распалась и появились семена. Только тогда у нас всходы хорошо появятся. Эустома очень долго схожи дает, поэтому не удивляемся. Самое быстрое у нас от 7 до 30 дней. Это для эустомы. Конечно же, эустомы мы, опять же, предыдущий я вам показывала стратификацию, поэтому желательно тоже посадить их именно на снегу. Желательно. Также хочу напомнить, что эустома не любит пересадку, поэтому желательно его сразу сеять, значит, в специальных емкостях для того, чтобы их не пересаживать. Но если вы будете делать пикировку, перевалку, как мы говорим, то надо самым ранним, то есть когда появляются первые или вторые настоящие листья, сразу нужно сделать перевалку. Хотя эустома считается очень капризной, но в наших условиях его можно очень хорошо выращивать. Да? Здесь нужно напомнить, что высота эустомы зависит от сорта, поэтому есть, значит, скажем так, низкие сорта, а есть такие высокие. Поэтому от 50 сантиметров до 70 сантиметров высоты они могут быть. Что еще? Эустома, конечно же, похожа на розу, поэтому это очень нежное и долго цветущее растение. Скажи, ты уже обновил гардероб к весне? Какие-нибудь новые у тебя идеи, может быть, появились? Не, я особо за модой не слежу, и я более такой практичный человек. Если появилась дырочка или износилась вещь, тогда время поменять. А так, чтобы следить за модой, это не про меня. Ну, это я ношу до тех пор, пока не обнаружу, что это носить невозможно, да? Да. Но вот зря. Вдруг ты бы тоже внес что-то новое, как, например, ну, хотя бы Наполеон Бонапарт. Вы никогда не задумывались, почему на рукавах вашей куртки располагаются кнопки, которые не имеют никакого практического предназначения? На самом деле, этой удивительной модой мы обязаны Наполеону Бонапарту. Он приказал всем своим солдатам носить пуговицы на рукавах, потому что ему надоело наблюдать за тем, как они вытирают ими носы ботинок. А благодаря Тутанхамону у нас есть подводка для глаз. Подводка была не очень популярна примерно до 1920-х годов. Ею стали активно пользоваться только после того, как в 1922 году была обнаружена гробница фараона Тутанхамона, вызвавшая повышенный интерес к Египту. Именно тогда люди увидели изображение молодого царя с подведенными глазами. Так что мужчины тоже бывают законодателями моды. Вот, например, взял бы и начал носить на эфир, ну, хотя бы красный галстук. Нет, но мне кажется, что утро это все-таки такое, знаешь, еще не очень официальное дело, да, то есть на работу понятно, да, можно надеть галстук, но вот мне кажется, утреннее время это что-то такое для себя, и одежда должна быть более-менее свободная. Говорит человек, который сидит в пиджаке. Ну да, Ну да ладно. А если вы уже готовитесь к весеннему сезону, то следующая рубрика для вас. Смотрите внимательней. Доброе утро, друзья! Сегодня я с вами стилист Бронислава Мэй, и мы поговорим с вами о аксессуарах. Аксессуары – это очень важная часть нашего с вами гардероба. Именно детали делают нас на самом деле стильными. То, как мы сочетаем аксессуары, какие аксессуары мы подбираем для своего внешнего вида, влияют на наше настроение и стиль. Давайте посмотрим, что в тренде в этом сезоне.
Один из самых долгоиграющих трендов в аксессуарах – это, конечно, украшения из жемчуга. Это классика, это то, к чему с вами привыкли. Но если раньше жемчуг носили только в сочетании с черным платьем и на выход, то сейчас жемчуг – это уже повседневный вариант. Вы можете носить жемчужные украшения 24/7 и на работу, и в офис, и на свидание. Красивое жемчужное украшение всегда выглядит элегантно и очень женственно. Поэтому к этим украшениям можно подбирать более женственные варианты. Например, это могут быть различного рода платья или костюмы в классической форме. Цепи. Цепи тоже очень актуальны и довольно давно. Момент в том, что цепи меняют свою конфигурацию. То есть они могут быть потолще, потоньше и так вот по-разному меняются из сезона в сезон. Но помним о том, что хорошая цепочка всегда здорово вписывается в более нетрадиционные образы. То есть это могут быть какие-то гранжевые стилистика, это могут быть неформальные образы. Но и также цепи добавляют образу брутальности, поэтому классно будут смотреться с легкими шифоновыми платьями или бельевой историей. Поэтому сочетайте и внедряйте цепи в свой гардероб для того, чтобы подчеркнуть дерзкий характер. Яростные украшения как никогда актуальны. Вы можете сочетать бусы с цепью. Это будет смотреться очень классно. Цепи отлично подойдут в сочетании с цельными изделиями. Это могут быть футболки, водолазки, лонгсливы или платья-карандаш. Такие украшения отлично вытягивают силуэт и делают нашу шею еще прекраснее и красивее. К нам вернулись украшения из натуральных камней. Именно сейчас самое время расчехлять бабушкины чемоданы. Выбирайте для себя интересные бусы, украшения из янтаря, агата или изумруда. Такие украшения классно впишутся в повседневные образы. Дополняйте им простые белые футболки или классические белые рубашки. Тогда ваш образ будет более интересным и стильным. Чокеры снова в моде. Они вернулись к нам, а были актуальны всего лишь 2 года назад. И казалось бы, что стоило бы от них избавиться, но нет. Оставляем их в своем гардеробе, возрождаем и добавляем на них разные подвески. Подвески могут быть в соответствии с вашим характером. Если вы дерзкая, вы можете добавить какие-то цепочки, всевозможные крестики или же звезды. А если вы девушка романтичная, добавляйте цветочки, бусины, и все это дополнит вас как личность. Стиль – это индивидуальность, поэтому выбирать можно все, что захочется. Поэтому, когда вы приходите в магазин за украшениями, помните и опирайтесь всегда на свои личные интересы и предпочтения. Смотрите на то, что есть в вашем гардеробе, и сочетайте гармоничные образы. Всего хорошего. Пока-пока. Вероника, скажи, а ты бы хотела попасть на такое мероприятие, где отбор идет в 16 человек на место? Ну, удивительно, но, конечно, бы хотела. Да, действительно, я с тобой абсолютно согласен. Я бы тоже хотел оказаться на таком мероприятии, но, скорее всего, именно для этого мероприятия я уже по возрасту не подхожу. Ну а как готовиться к проведению Всемирного фестиваля молодежи 2024, давайте посмотрим прямо сейчас. Волонтеры и специалисты активно готовят площадки на федеральной территории Сириус к проведению Всемирного фестиваля молодежи 2024. На кадрах люди гуляют по Олимпийскому парку и фотографируются с инсталляциями, в то время как участники предстоящего события стоят в очереди на аккредитацию. Программный директор Сергей Першин рассказал, что на площади «Душа России» участников ждет много интересных мероприятий. С 1 по 7 марта здесь на площадках федеральной территории Сириус раскинется город молодежи мира, который примет участников Всемирного фестиваля молодежи. Они станут горожанами. И как у любого города, у него есть свои атрибуты, свои замечательные места. Вот мы сейчас с вами здесь, на главной площади города молодежи мира. Эта площадь называется «Душа России». И здесь вокруг павильоны городов нашей страны, потому что Россия – это, конечно же, страна городов. Это не просто павильоны, это кампусы, где будет проходить спикерская программа от Российского общества знания. Здесь вокруг гастропространство, где можно будет узнать Россию на вкус, потому что наша страна, она многообразна. Представители Нижнего Новгорода рассказали, что они сделали мурал Горького. Ведь с 1932 по 1999 года город носил название Горький в честь всемирно известного писателя, классика мировой литературы Максима Горького, уроженца Нижнего Новгорода.
Мы постарались выбрать такую тему, которая с точки зрения культуры молодежи близка. Это стрит-арт. У нас здесь вот сейчас расположена вот одна из работ, это Горький. Этот мурал у нас располагается в центральной части нашего города, был создан в рамках проекта «Культурный код. Россия. Страна возможностей». А вот если павильон обойти, там располагается еще 3 стрит-арт работы наших нижегородских художников. И именно через эти работы мы также будем рассказывать молодежи, что вообще, какие темы поднимать в Нижний Новгород. Волонтер из Брянска Ирина Никитина считает, что фестиваль будет увлекательным опытом, который принесет много новых знакомств. Мы приехали из древнего города Брянска, город протестантской славы. От фестиваля мы ожидаем новых знакомств, нового опыта. Попасть сюда было не очень легко, потому что из 80 тысяч заявок было одобрено только 5 тысяч. Я считаю, что я получила очень сильные эмоции только от того, что уже сюда попала. И я думаю, фестиваль принесет еще больше эмоций. А организаторы фестиваля поделились, что они готовы удивить иностранных гостей. В России сегодня создано все для того, чтобы молодой человек получил возможность стремительного взлета в карьере, в образовании, в других сферах жизни. И, конечно, здесь вы сегодня будете гулять, знакомиться с теми зонами, которые уже почти готовы и скоро встретят гостей, что действительно и большие корпорации, которые являются экспонентами, и государственные различные институты, и НКО сегодня таким синергетической большой командой работают на эту задачу. И мы хотим познакомить, конечно, с этим опытом наших иностранных гостей. Мы хотим их удивить, мы хотим, чтобы они полюбили Россию. Хотя наверняка все они едут, вы знаете, что огромное количество заявок, и они уже любят, но здесь они не просто впечатлятся и удивятся, да, они смогут все это почувствовать, прочувствовать, попробовать на себе. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус в целях развития международного молодежного сотрудничества и объединит 20 тысяч человек. Региональную программу проведут с 10 по 17 марта 2024 года, в рамках которой участники посетят 30 городов России. Да, действительно чувствуется масштаб, который будет на Всемирном фестивале молодежи. Действительно хотелось бы там побывать, но надо отметить, что также представители от Республики Саха-Якутия, ребята, молодежь поедут обязательно на этот фестиваль, а также корреспонденты ЕСИА. В общем, мы будем в курсе всех событий и будем следить за программой, за ходом фестиваля. Ну, увидим много всего интересного, то есть это все яркое пройдет не мимо нас, дорогие телезрители, мы обязательно с вами поделимся впечатлениями, и в том числе сейчас открылся передвижной исторический музей «Поезд Победы» на станции Имеретинский курорт на федеральной территории Сириус в воскресенье в преддверии Всемирного фестиваля молодежи 2024. Как он выглядит и что из себя представляет, смотрим прямо сейчас. Передвижная историческая выставка «Музей Поезд Победы» открылась на станции Имеретинский курорт на федеральной территории Сириус в воскресенье в преддверии Всемирного фестиваля молодежи 2024. На кадрах внутри вагонов инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне, солдаты в окопах, хирурги на операционных и обычные люди с детально проработанными элементами образов. Также на видео выступления музыкального оркестра на перроне с песнями военных лет. Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин рассказал, что выставка показывает все этапы войны от ее начала и до окончания. Впечатление, масса эмоций. Это невероятная экспозиция, 10 вагонов, которые показывают все этапы войны от ее начала до окончания, до ее финала. И, конечно, мы видим и экспозиции, которые касаются не только нашей страны, мы видим и карту того, как проходила эта война по всему миру. И, конечно, максимальное погружение, интерактивные видеодоски, это, конечно, все дает максимальную реалистичность. Администратор организационного комитета проекта «Поезд Победы» Сергей Лукша добавил, что над созданием экспозиции работали более 100 человек. «Поезд Победы» технически очень сложно сделан. У нас более 150 фигур, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Более 4000 единиц оригинального реквизита. Истории рассказаны Екатериной Гусевой. Состав создавался в Москве и Санкт-Петербурге. Над ним работали несколько сотен человек. Это, по своей сути, это уникальный поезд. Единственный поезд в мире, который нам рассказывает про Великую Отечественную войну. Поезд Победы – это музей Великой Отечественной войны. Мы показываем именно изнанку, то, которая война была на самом деле.
Он отметил, что к работе над проектом привлекали историков и реконструкторов, а мастера отдали большое внимание детализации и мелочам. Во время работы над проектом очень много времени было уделено работе с историческими фото- и видеодокументами. Работали с историками, с реконструкторами. За основу брались, конечно, трофейные фотографии. И в поэзии очень высокая детализация и внимание к мелочам. Как мы видим, лица людей сделаны с очень большой точностью. Задача – воссоздать ушедшую эпоху. Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда, будет работать на федеральной территории Сириус с 25 февраля по 7 марта. Местные жители, туристы и участники Всемирного фестиваля молодежи могут посетить выставку бесплатно, зарегистрировавшись на ее официальном сайте. Действительно, прям переносишься в ту эпоху, и правда, вот каждый кадр, это наверняка не все вагоны мы успели просмотреть, но каждый кадр — это какая-то отдельная маленькая история. То есть несколько человек сидят, что-то читают, что-то делают, даже обнимают детей. Потрясающе. Я бы очень хотела увидеть это своими глазами. Да, и чувствуется, что проведена большая работа. Ну, а в продолжении нашего эфира, дорогие друзья, мы сейчас передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. В Якутии с начала года родителям более 36 тысяч детей назначили единое пособие и 158 беременным женщинам. Об этом сообщила управляющая отделением соцфонда по республике Марина Герман. В этом году вырос прожиточный минимум на душу населения, влияющий на размер единого пособия. В первой зоне суммы выплат составляют до 27 401 рубля, во второй – до 22 867 рублей. Напомним, единое пособие назначается сроком на 12 месяцев. При его оформлении проводится оценка доходов и имущества семьи. Учитывается занятость родителей и причины ее отсутствия. Сразу несколько законопроектов, посвященных кормящим мамам, готовятся в Госдуме. Один из них – введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Однако меры поддержки на этом не закончатся. Речь идет, по сути, о формировании полноценной федеральной программы, в которой внимание уделят и развитию института молочной кухни, и банку грудного донорского молока, и профстандарту для консультантов по грудному вскармливанию. Разработка мер поддержки для кормящих мам ведется уже почти 2 года, но в ближайшее время она будет значительно активизирована. Рыбаков-любителей в Якутии призывают строго соблюдать правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России. Согласно правилам, разрешается рыбалка со спиннингом, удочками, сетями в любых общедоступных водоемах. При этом вылов рыбы осуществляется в пределах суточной нормы, установленной правилами по группам районов. Сетные орудия в обязательном порядке подлежат поштучной маркировке в управлении Росрыболовства. При этом строго запрещается добыча сибирского осетра. За нарушение правил могут привлечь к уголовной ответственности. Виды любительской рыбалки у нас, согласно правилам рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, свободно и бесплатно с применением крючковых снастей. Это спиннинги и удочки, это свободно и бесплатно. А также у нас есть рыболовные участки общего пользования, где возможно применение сетных орудий лова только при наличии их, когда они ставятся на учет. Учет ставится в Восточно-Сибирском территориальном управлении Росрыболовства. Модель Ассамблеи народов республики в Якутской городской национальной гимназии стартовала интеллектуальная ролевая игра, посвященная году детства. Учащиеся разных школ Якутии воспроизводят форум Ассамблеи народов республики, принимая на себя роль представителей национально-культурных общественных объединений и ассоциаций. Ребята обсуждают вопрос возможности развития экотуризма на примере опыта представителей национально-культурных общественных организаций. Так, школьники презентуют проекты, направленные на внедрение экотуризма в Якутии. В итоге участники будут награждены по номинациям, а самый лучший проект направят в Молодежную ассамблею республики для дальнейшей реализации. Дети пробуют себя в роли взрослых, в роли представителей разных общин. Всего у нас сегодня представителей 36 общин будет.
21 школа. Собрались дети из разных школ, будут знакомиться, разрабатывать проекты на тему, как туризм влияет на экологию. И они все будут разрабатывать памятку туристу. И завтра у нас уже будет основной вариант этой памятки. Путем голосования мы будем ее выбирать. Каждая община будет представлять свой народ. 19 сильных и быстрых юношей борются за звание Туймада Олан. Соревнования по национальным видам спорта проводят уже в 6-й раз с целью физической подготовки старшеклассников и сохранения традиций народа Саха. Захватывающие состязания организует школа номер 17 вместе со специалистами Центра Мадун и Советом отцов. По их словам, каждый год уровень подготовки учащихся растет. Среди участников есть и те, кто соревнуется уже 2-й или 3-й раз. В этом году юношам предстоит преодолеть 5 этапов. Большой интерес ребят, родителей привлекает эти соревнования. И нам очень отрадно, что наши победители первых игр, это Дьяконов Слава, он стал победителем соревнований игры Тыгына. В этом году в этих соревнованиях принимает 19 ребят из 11 классов нашей школы. Мы проводим в стенах школы номер 39. Ну и это мероприятие считается настоящим праздником для всех нас. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Сегодня отмечается День IT-специалиста, и мы хотели бы рассказать о том, что не так сложно овладеть этой профессией. Есть государственные программы, в которые даже филолог может бесплатно обучиться IT-профессии. Об этом и многом другом расскажут нам наши гости. Сегодня у нас в гостях Александр Николаев, старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники Педагогического института. Здравствуйте, доброе утро. И Майя Курнева, директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций Open СВФУ. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а чем отличается подготовка IT-специалистов в разных отделениях СФУ? То есть это педагогический институт, это институт математики и информатики и еще дополнительное профессиональное образование? Так, ну, мы в разрезе педагогических специальностей пойдем, да? У Института математики и информатики есть кафедра, направление учителя информатики. Да? А у нас профессиональное обучение по отраслям, то есть у них в разрезе школьного образования, да, то есть учителя информатики идет, да? Основном учебные планы заточены. А у нас основном заточены учебные планы на специалистов СПО, то есть среднеспециальных образовательных учреждениях и доп. Образования взрослых и детей. То есть получается, что сейчас каждый может получить IT-специальность, да, ту или иную, или квалификацию повысить? Да, ну то есть по разным направлениям. Ну вот по этой теме, наверное, можно рассказать о цифровых кафедрах, да? Да, на самом деле наш университет участвует в программе «Приоритет 2030». Это именно как бы программа развития университетов. И в рамках данного проекта мы участвуем в федеральном проекте развития кадрового потенциала для IT-отрасли именно в рамках цифровых кафедр. Цифровые кафедры, они открыты во всех как раз-таки университетах, которые реализуют программу «Приоритет». Цель этих кафедр – это пополнить IT-специалистов. И там фишка в том, что ребята, которые учатся на разных специальностях, могут получить дополнительную квалификацию, IT-квалификацию именно. Например, у нас сейчас реализовывается именно в нашем институте дизайнер образовательных продуктов. Это получается именно назначено на педагогов как раз-таки. То есть каждый педагог, он получает дополнительную IT-квалификацию. Он, например, учится педагогическому дизайну, то есть это как выстраивать онлайн-образование. Он учится питону или пайтону, это как делать чат-боты и использовать их в образовательном процессе. Сайты, информационная безопасность, основа информационной безопасности, да, ну и также медиаобразование. Скажите, пожалуйста, вот сразу возникает вопрос, они с отрывом от основного обучения, то есть дополнительное время происходит, или вы включаете эти часы в расписание студента? Смотрите, на самом деле они без отрыва, то есть они учатся по основным образовательным программам, плюс получают дополнительные. Единственное, что мы на встречу, мы пытаемся записать именно в онлайн-формате, то есть когда им удобно, они учатся. И, соответственно, точно так же выстраивать практику, потому что все равно практическая часть, она обязательно должна быть, ну и, соответственно, мы уже с основными образовательными
образовательными подразделениями, с учебными подразделениями, согласуем их расписание, конечно же, выстраиваем процесс, чтобы ребятам было удобно. А что касается научных исследований, вот в сфере IT проводится ли какая-то работа в этом направлении? Да, работа проводится. На нашей кафедре, в частности, мы изучаем иммерсивные технологии различные, да, или сопутствующие им технологии. Да. И, конечно же, брендом у нас в последние 2-3 года является нейротехнологии, да, ну и здесь тоже у нас научные изыскания ведутся. Да. У нас преподаватель Максим Анатольевич, держатель гранта по нейротехнологиям, множество статей, ну, то есть студенты у нас тоже работают. Также сотрудничаем с другими учебными подразделениями. Это РГПУ имени Герцена, Сибирским федеральным университетом сотрудничаем. А также с нашей местной, это Малая академия наук, IT-кубом, Кванториум время от времени, там у нас были, да, связи, ну и так далее. Так. Ну, то есть активно ведется работа. Да. А сколько уже человек прошло вот дополнительное обучение, совместив свою основную специальность с IT-технологиями? Ну, получается, первый выпуск у нас составил 580 студентов. Это, получается, довольно-таки много, я считаю, на мой взгляд, потому что на самом деле учеба у нас, ребята очень, по-разному учатся, у всех разные нагрузки, поэтому есть свои сложности. В этом году мы набрали уже 1348 студентов, и, соответственно, сейчас проходит обучение. Конечно, их меньше стало, где-то 1200, но я надеюсь, что выпуск уже будет побольше. Соответственно, с каждым годом у нас эта сумма, количество увеличивается. А как можно обратиться, чтобы из другого, например, университета у вас пройти обучение по IT-технологиям? Это вообще возможно? Смотрите, к нам может попасть любой университет, который реализует программу «Приоритет 2030». В нашем регионе это Арктический государственный институт культуры и искусств, АГИКИ. То есть мы хотим на следующий год выйти на них и прямо составить программу для людей с культурой, и творчества, получается. Вот. И, соответственно, у нас должны быть определенные соглашения, чтобы именно попасть. К сожалению, для студентов АГАТУ мы сейчас ничего предложить не можем, потому что как раз-таки они не в рамках приоритета. То есть им нужно перестроиться, перейти на другую программу, и тогда у них будет возможность подписать соглашение и дать возможность студентам обучаться, получить. И что по итогу они получают? Они получают второй диплом. То есть после окончания, ДПО у нас строится на том, что любой человек с либо с высшим образованием может пройти обучение, получить доп. Квалификацию. Но так как это студенты, и они еще без дипломов, они получают свой диплом только после окончания. Вот, например, у нас 580 ребят закончило, но из них дипломы пока получило 126. Это 126 ребят, у которых есть диплом уже на руках. Остальные ожидают после получения основного диплома. По итогу они получают 2 диплома. Да. Здорово. Да. Скажите, а вот действительно скоро пора поступать, да, вот какие условия для абитуриентов, какие баллы проходные по ЕГЭ и так далее, вот какие условия для поступления? На этом поприще СУФУ продвинулась хорошо в последние годы, да, то есть можно, сидя на диване дома, через портал СУФУ подать документы, да, или госуслуги, можно, конечно же, и ногами сходить, да, в приемную комиссию. Это в условиях, да. А какие баллы? Педагогический институт больше себе, да, это ставит норматив на 60 баллов. То есть среднее достижение должно быть, да, по 3 испытаниям, это вот по ЕГЭ, да, а выпускники СПО, они сдают там другие уже конкурсы, то есть это и экзамен по педагогике, профиспытание, собеседование идет, да. На 60 баллов ориентируемся. То есть, получается, русский, математика. Да. За другие не скажу, а вот на кафедре информатики и вычислительной техники нужно математика, русский в обязательном порядке, и 3-й год идет этот эксперимент, то есть 3 испытания, это вот как одно идет, да. То есть информатику можно давать, если по информатике не очень баллы, то можно по общество знания или по физике. Это одно из 3. Скажите, вот, допустим, в IT-сфере, да, вот, обучение происходит какое-то общее или есть какие-то поднаправления? И какие самые, может быть, популярные?
Ну, я бы, наверное, сказала бы, конечно, там разные направления, но на самом деле IT сейчас становится неотъемлемой частью любой специальности. И вот я вот приводила пример как педагога, который умеет программировать на питоне, либо имеет навыки педдизайна, да, так и вот у нас в медике есть определенные у них информационные системы, которые должны быть обязательно большие данные. Также вот BIM-технологии, инженерный технический институт, то есть это вот умение программировать в 3D, кажется, да? То есть, соответственно, направлений очень много в IT. Это прям как не просто в речку зайти, это в океан зайти. Да, и, соответственно, у каждой специальности должен быть свой набор цифровых инструментов. Поэтому я считаю, что их очень. По-моему, нам тоже пора поступать. Да, что-то. У меня, кстати, есть переподготовка информационной технологии в управлении. А я предлагаю вам сделать, может быть, именно медиа-образование для ребят как раз-таки с НВК, для ребят, которые могли бы дальше потом стать блогерами, в информационной системе работать. То есть такую же сделать программу для будущих журналистов. Ты блог ведешь? Чтоб я обучал? Нет. Или чтобы обучился? Да. Можно и то, и другое. Ой, неожиданно. Обучился, а потом обучал. Все-таки учителями мы станем. У нас педагогическое образование первое есть. Пора приобретать второе и третье. Ну здорово. Большое вам спасибо. Большое спасибо вам. Успехов. И огромное спасибо, что вы сегодня нас посетили и рассказали такую интересную тему. Я думаю, действительно многим абитуриентам, которые время поступать уже буквально через пару месяцев, вы можете, может быть, даже это будет какое-то определение. В общем, есть, профессии. Дорогие друзья, о чем задуматься. Эти технологии все плотнее входят в нашу жизнь, поэтому выбирайте грамотно специальность, ну а мы постараемся вам помочь. Да, Доброго утра. Да, это была программа «Утро Якутии». Увидимся с вами завтра в это же время на каналах Якутия 24 и НВК Саха. До новых встреч.